Добрый день, это новости Татарстана. Сегодня в стране третий завершающий день голосования за депутатов в Госдуму. Мы продолжаем освещать ход выборов по всей республике, работаем в прямом эфире. Итак, явка избирателей в Татарстане на 10 утра составила 60,5%. По России явка к 10 утра 35,69%, сообщил ЦИК страны. На утро воскресенья порядка 10% татарстанцев проголосовали на дому. Об этом сегодня рассказал председатель Центра избиркома республики Андрей Кондратьев. Он отметил, обращение о нарушениях законодательства в ходе голосования в ЦИК республики не поступало. Тем не менее, сегодня Центральная избирательная комиссия сформировала дополнительную группу реагирования на сообщения об инцидентах. Голосование, все, я уже сказал, проходит в штатном режиме. Есть отдельные обращения и звонки со стороны наблюдателей и избирателей. По всем заявлениям оперативно проводятся проверки. Я уже вчера тоже говорил об этом, повторюсь, что повышенный интерес к голосованию на дому. И мы понимаем, что люди, многие действительно в пандемии вносят свои корректировки. Люди, кто-то находится на удаленке и находится дома и боится общественных пространств и дает заявления такие в участковой избирательной комиссии. Вся информация с избирательных участков поступает в единый информационный центр. Там на протяжении всего дня проходит пресс-конференция председателя Центра избиркома республики, представителей общественности, экспертов. Сейчас в информцентре работает наш корреспондент Салават Мухаммадулин. Салават, что говорят наблюдатели? Добрый день, коллеги. Да, мы продолжаем работу в едином информационном центре. Приходится говорить чуть немного тише, чтобы не прерывать спикера. И сейчас в эти минуты здесь выступает Александр Малькевич, член Общественной палаты России, наш коллега. И в своем выступлении он отметил опыт Татарстана в привлечении блогеров в качестве наблюдателей. Ну и также он рассказал о том, что за 2 дня в России зафиксировано 10 тысяч фейков. При этом из Татарстана их практически нет. Ну и сейчас я предлагаю послушать самого Александра Малькевича. Наличие наблюдателей, владеющих технологиями честного и оперативного рассказа, вот эти все стримы, включения, это позволяет ситуацию купировать, то есть показывать все, как есть на самом деле. В нашем мониторинге Общественной палаты России есть целый ряд регионов, которые захлестнули фейки, искусственно сделанные, вбрасываемые из-за рубежа. Так вот, сообщений, особенно там массовых, из Татарстана о фейках нет. Только единичные совершенно истории. Мы продолжаем работу в едином информационном центре. Всего сегодня здесь ожидается 15 пресс-конференций практически каждый час. Ну и отметим, что именно сюда поступает достоверная оперативная информация о явке. И вот уже в 13:30 здесь ожидается выступление Андрея Кондратьева, председатель Центра избиркома республики, расскажет нам о явке на 12 часов в Татарстане. Пока что у меня на этом все. Коллеги, передаю вам слова. Спасибо. Я напомню, с нами на прямой связи был Салават Мухаммадулин. За ходом голосования все 3 дня следят в Центре общественного наблюдения. Его в IT-парке организовала Общественная палата республики. На большой видеопанели транслирует ход голосования с участков, где установлены веб-камеры. Таких в Татарстане более 1000. Посетить Центр наблюдения может любой желающий. Для этого при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Круглые сутки работает наша видеостена. И человек может прийти в любое время дня и ночи. Может вообще 3 суток здесь находиться. Одновременно здесь могут посещать его около 50 человек. Ну, обязательные условия, конечно, соблюдение масочного режима. Ближе к полудню на избирательный участок пришел премьер Алексей Песошин. Глава правительства проголосовал в Казани на 242-м избирательном участке. Был в хорошем расположении духа. Спросил, как проходит выборный день у членов УИК. Алексею Песошину вручили браслет и программу вечернего концерта. Бюллетень в урну премьер опускал под пристальным вниманием наблюдателей.
Федеральный инспектор по республике Виктор Демидов сегодня проголосовал на 65-м участке рядом с домом. Признался, в пятницу и субботу выбраться на голосование не получалось из-за напряженного рабочего графика. Ну и сегодня у Виктора Демидова также масса рабочих встреч. На них он поехал сразу после голосования. 65-й избирательный участок 96-й гимназии Казани. Сюда прикреплено более 1500 жителей Вахитовского района. К финальному дню выборов Нижнекамск подошел с явкой 67%. Это на 10% больше показателя по Татарстану и в 2 раза больше, чем явка по стране. Как начался третий день голосования? Сейчас мы узнаем у нашего корреспондента Альбины Валеева. Альбина, учитывая высокую явку за 2 дня, насколько жители активны сегодня? Добрый день, Миляуша. Сейчас мы находимся на избирательном участке номер 2221. Здесь с утра уже идет активное голосование. Много пожилых, немало и молодых. Чувствуется праздничная атмосфера. В хорошем настроении пребывают члены комиссии и избиратели. Идем на выборы, музыка играет. Радостно мы, как праздник у нас сегодня. Мы выражаем свою гражданскую позицию. Поэтому всегда принимаем участие в выборах. Проголосовали за кого хотели и за кого надо. За лучшее, за самое хорошее, чтобы была жизнь на земле хорошая для наших детей, для наших внуков. В Нижнекамском районе работают 116 избирательных участков, 83 из них в городе и 33 в селах. За прозрачностью выборов следит целая команда наблюдателей. Среди них известный блогер Ренат Галиахметов. Многие его знают как Татар Малай. Люди ходят семьями. Есть наблюдение, то, что взрослые, там бабушки, дедушки, они приезжают уже с утра. У них прям время 8, они уже здесь стоят. А остальное же молодежь, вот сейчас много молодежи был прям какой-то поток. В единый день голосования для нижнекамцев приготовили много сюрпризов. На одних участках можно сделать прививку от коронавируса, на других пройти маммографию, флюорографию, а также посетить ярмарки. Ну и, конечно, угоститься чаем и блинами, что в такую погоду, как сегодня, весьма кстати. На этом у меня все. Миляуша. Да, спасибо. Я напомню, с нами на прямой связи из Нижнекамска была Альбина Валеева. Сколько депутатов в Госдуме, на какой срок они избираются и какие полномочия у Нижней палаты парламента? Гид по Государственной Думе России подготовил Салават Мухаммадуллин. Сегодня выборы в Государственную Думу. Это одна из 2 палат российского парламента – Федерального собрания. Госдума состоит из 450 депутатов. Все места делятся на 2 категории. 225 избираются по одномандатным округам, то есть 1 округ, 1 депутат. И еще 225 от партий. Количество представителей той или иной партии зависит от количества отданных за нее голосов. Для прохождения в Госдуму им нужно преодолеть порог 5%. Госдума принимает конституционные федеральные законы, контролирует работу правительства, утверждает ее председателя и его заместителей, а также министров. Еще Нижняя палата назначает руководителя Центробанка, заместителя председателя Счетной палаты, уполномоченного по правам человека и может объявлять амнистии. По итогам выборов 2016 года в Госдуму прошли 4 партии. Татарстан в прошлом созыве представляли 15 депутатов, 6 от одномандатных округов и 9 по партсписку. На этих выборах в республике конкурс 17 человек на 1 мандат. В этом году голосование определит состав 8-го созыва. Он будет работать в течение 5 лет до 2026 года. Впервые на выборах в Госдуму голосование проходит 3 дня. Каждый избиратель на своем участке получит 2 бюллетеня. На одном будет список кандидатов по одномандатному округу, в котором он прописан. На втором бюллетене список из 14 партий, которых зарегистрировал Центр избирком. На всех избирательных участках Татарстана соблюдают антиковидные требования. Установлены экраны между членом комиссии и избирателем. Есть антисептики, разметка схемы движения. Каждый голосующий проходит термометрию и получает индивидуальный комплект избирателя. Юлия Гоголева прошла по антиковидному маршруту избирателя. Уже при входе на избирательный участок понимаешь, за антиковидными мерами здесь следят. Для начала нужно наступить на специальный коврик, обработанный антисептиком. Далее вам измеряют температуру. В норме? 36. Ага. Далее вам обрабатывают руки антисептиком. Выдают одноразовую маску, перчатки и индивидуальную ручку.
Дезинфекцию в помещении для голосования проводят ежедневно. Более того, несколько раз в день протирают ручки дверей. Но на полу здесь, как мы видим, есть специальные разделительные полосы, чтобы избиратели не подходили друг к другу слишком близко. Кабинки для голосования в этом году, как мы видим, открыты и без шторок, чтобы избежать лишнего соприкосновения с тканью, которую невозможно обработать в течение дня. Антиковидные меры здесь в Доколенино соблюдены не только для избирателей, но и для членов участковых избирательных комиссий. На рабочем месте они находятся в специальных халатах, которые будут меняться каждый день. Перчатки у них уже более плотные, латексные. А на голове у них будет специальный защитный экран. Здесь есть мягкая поролоновая вставка, чтобы не натирало. Вот так вот он одевается. Ну и для большей надежности перед лицом будет еще один дополнительный экран. Ну а выход с избирательного участка находится с противоположной от входа стороны. И это также сделано, чтобы разделить потоки людей и обезопасить избирателей от коронавируса. Юлия Гоголева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. У двоих избирателей, которые пришли на голосование в минувшие 2 дня, обнаружили повышенную температуру и голосовали они в отдельном помещении. Об этом и других санитарных мерах на выборах журналистам сегодня рассказали заместитель министра здравоохранения Республики Владислав Винниченко и руководитель Республиканского управления Роспотребнадзора Марина Потяшина. Напомним, в рамках голосования прямо на избирательных участках любой желающий может пройти вакцинацию. За минувшие 2 дня от гриппа сделали прививку уже 6 тысяч избирателей, от коронавируса около 1000. Всего же на избирательных участках сейчас открыто 724 пункта вакцинации. Нет у нас цели достичь какого-то показателя в этом вопросе. Это всего лишь доступность для тех жителей нашей республики, которые на сегодняшний день, может быть, еще не вакцинировались, кому-то было неудобно, но так как они приходят на выборы, соответственно, у них есть возможность провакцинироваться. Рекомендовано привлекать к организации выборов членов избирательных комиссий, у которых есть вакцинация против новой коронавирусной инфекции. И по данным ЦИК Республики Татарстан, 63% лиц у нас на сегодня имеют полный завершенный курс вакцинации. Обладатели браслетов с надписью «Я проголосовал» сегодня смогут бесплатно увидеть новый фильм «Исенмесес» Ильдара Ягафарова. Показ запланирован на 14:30 в Казанском кинотеатре «Мир». Вечером в столице насыщенная музыкальная программа. Рэпер МОД, Салават Фатхетдинов, Ума Турман, Олег Газманов. В таком порядке, начиная с 7 вечера на Акбарс-арене выступят звезды татарстанской и российской эстрады. О культурных активностях в дни выборов сегодня рассказали министр культуры Ирада Аюпова и начальник управления культуры Казани Азат Абзалов. Все обладатели браслетов могут бесплатно посетить государственные и муниципальные музеи. Фестивали и постановки сегодня можно увидеть в Дербышках, в парке Урицкого. Кульминация в 22 часа в Казани «Небо озарит салют». Трансляция вечернего концерта на нашем канале начнется в 19 часов. Уличные мероприятия проходят практически во всех районах республики. Везде звучит музыка, везде массовые гуляния. Благо у нас есть достаточное количество площадок. Это и отремонтированные дворцы культуры, это и общественное пространство, в которых очень большое количество мероприятий. На выборы за пополнением коллекции. Журналист, писатель, краевед Абдулла Дубин не пропускает ни одно голосование. Почти 40 лет ходит на выборы, а возвращается с избирательным бюллетенем. Все потому, что он их коллекционирует. В его собрании их уже больше 100 штук. Как ему удается уйти с бюллетенем и что коллекционер опускает в ящик для голосования, узнала Вероника Ганудинова. Адрес подскажите? Для Абдуллы Дубина выборы – особенный день. Вот уже 38 лет он собирает бюллетени. Все как обычно, приходит на участок, отмечается у комиссии, заходит голосовать в кабину, но в урну попадает уже не бюллетень. Пополнение моей оригинальной мною коллекции. Свои бумаги, которые я опускаю, значит, беру, опускаю бюллетени. Кладу в сумочку, в портфель. Цветные, черно-белые, на плотной бумаге со спецзнаками. В коллекции Абдуллы Дубина уже больше 100 бюллетеней. Один из самых раритетных документов референдума по Конституции России в 1993 году. А это избирательный бюллетень выборов депутатов Госдумы 1995 года. Один из самых длинных бланков. Тогда в списке было 43 партии. Это в 3 раза больше, чем в этом году. День выборов считаю днем коллекционера для себя. Я так именую.
И вот такое количество они когда-то будут иметь значение для истории. Бюллетени будут иметь ценность, как вот мои старые открытки, альбомы, раритеты. Так, новый экземпляр бюллетеня с выборов 2021 года уже в коллекции Абдуллы Дубина. Говорит, когда-нибудь обязательно передаст ценное собрание в музей. Вероника Гайнудинова, Дина Хисамуддинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Праздничное настроение на избирательных участках Казани сегодня создает агитбригада. В творческий союз объединились молодые артисты театров и студенты Института культуры. Как говорят, сами они уже проголосовали. Ребята сочинили частушки про выборы и исполняют их с машины у входа на избирательные участки. В школе на улице Камалеева к агитбригаде присоединился заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Рустам Асаев. Он проголосовал на этом избирательном участке. Мы пропели вам частушки и хотели вам сказать, чтобы каждый россиянин приходил голосовать. Я как отец, многодетный отец, мне не безразличен жизнь нашего России, чтобы в будущем наши дети еще лучше жили, еще были бы счастливее, чтобы у каждого была достойная жизнь. Вот. Ради этого надо ходить и сделать свой выбор. К этому часу пока такая картина дня. Мы следим за ходом голосования. Напомним, сегодня завершающий день выборов депутатов в Госдуму России. Мы работаем в прямом эфире. До встречи в 17:30.